6 апреля на календаре. Чуть не сказал 6 календаря на апреле. На дворе, На в дворе, календаре, да. четверг. Просыпаемся вместе с утра Якутии. Павел Танин, Катерина Винокурова. Приветствуем всех, кто встречает этот новый день вместе с нами. Да, и еще больше приветствуем тех, кто встречает каждое утро вместе с нами на этой неделе. Просыпаемся, готовимся к новому дню, который вот уже готовится, ну, как бы по часам он уже вошел в свою власть, так скажем. Но только начинается. Но в плане каких-то производственных дел, работы и вообще, в принципе, жизни, вот он только начинается. И в этом начале пути мы вместе с вами, чтобы зарядить вас хорошей энергией, позитивной, положительной, рассказать что-то интересное, познавательное, может быть, даже и увлекательное, почему бы и нет. И вот о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня 60 лет исполняется якутскому филиалу Рослесинфорг. Трудом многих поколений людей были устроены леса Якутии, составлены карты лесов, учтены площади, характеристики лесов. Кто же такие специалисты-таксаторы? Что такое лесоустройство? Поговорим об этом с нашим гостем. Где родился, там и пригодился. Эти слова очень точно подходят к птице кедровки. С наступлением весны эти пернатые уже проявляют свою активность. А с 7 апреля, то есть это уже с завтрашнего дня, впервые в Национальном художественном музее нашей республики открывается выставка «Иван Шишкин». Живопись и графика из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Что будет представлено в экспозиции, узнаем от наших приглашенных гостей. Ну и впереди очередные длинные выходные. Это значит, что есть отличный повод сходить в кино всей семьей. Какие киноновинки ожидают нас в кинозалах, тоже сегодня мы обязательно узнаем. Ну а далее давайте знакомиться с погодой на день 6 апреля. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 18-21 градус. В заречной группе от 15 до 21. В южных 16-21. В Вилюйской группе 24-29 градусов мороза. В Нижнеленских 22-30. В западных 22-25. В Колыме-Дигирской группе от 10 до 23 градусов, в Янских 17-25, на северо-западе от 18 до 25. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западно-юго-западный 3 метра в секунду. А днем нам обещают без существенных осадков, ветер западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 10-12 градусов со знаком минус. А между тем, 6 апреля 1899 года в Москве пустили первый электрический трамвай. Трамвайные вагончики курсировали с интервалом в 14 минут, а режим работы был установлен с 8 утра до 8 часов вечера. Билет по всей линии стоил 6 копеек. Спустя 8 лет, в 1907 году, трамвайное движение появилось и в городе Санкт-Петербурге. Вот такое событие произошло. Вот чем же еще ознаменован этот день, давайте узнаем в нашей ежедневной рубрике. «6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. Также сегодня Всемирный день настольного тенниса и День работников следственных органов МВД России. По народному календарю, если ночь теплая, то весна будет дружная. 6 апреля 248 года римляне отметили тысячелетие своего города. В 1654 году в этот день царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. Произошло это после провозглашения Переяславской Радой объединения Украины с Россией. 6 апреля 1814 года французский император Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола. 6 апреля 1896 года открылись первые летние Олимпийские игры в Афинах. Ареной проведения соревнований стал стадион Панатинейкос. В 1899 году в этот день в Москве пустили первый электрический трамвай. 6 апреля 1930 года учрежден Орден Красной Звезды, одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны. 6 апреля 1941 года в ходе Второй мировой войны авиация немецко-фашистских войск начала бомбардировку столицы Югославии Белграда.
В 1483 году 6 апреля появился на свет Рафаэль Санти, итальянский живописец и архитектор. В 1812 году в этот день родился Александр Герцен, российский общественный деятель и писатель-публицист. 6 апреля 1836 года родился Николай Склифосовский, русский врач, хирург и профессор. В 1841 году в этот день на свет появился Иван Суриков, русский поэт, представитель крестьянского направления в русской литературе. Именины в этот день отмечают Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан и Яков. Ну, как мы уже сказали, сегодня 60 лет исполняется якутскому филиалу Рослесинфорг. Трудом многих поколений людей, сделавших лесоустройство своей судьбой, были устроены леса Якутии, составлены карты лесов, учтены площади, запасы, характеристики лесов, составлены проекты лесничеств. И сегодня у нас в гостях, в связи с таким праздничным, можно сказать, поводом, заслуженный лесовод Российской Федерации, директор якутского филиала Рослесинфорг Саргалана Поликарповна Амосова. Саргалана Поликарповна, Доброе утро, с праздником утро. вас. Ну, 60 лет филиалу. Вот вообще расскажите историю, как все начиналось и что сегодня, что сегодня имеем. Ну, лесоустройство в Якутии начиналось еще с 1910 года. Это еще в царское время, но отдельной организации не было. И 5 апреля 1963 года был издан приказ Государственного комитета по лесному хозяйству о образовании Якутской лесостроительной экспедиции. Первые специалисты прибыли к нам из северо-западного лесостроительного предприятия, это город Ленинград. И они приехали к нам, начали работать и навсегда связали свою судьбу с Якутией. Строили жилые дома, построили нашу контору и начали устраивать леса Якутии. Ну, вообще лесоустройство, да, что оно из себя представляет, и вообще лесовод, в чем заключается конкретно его работа? Ну, обычно, когда говорят лесное хозяйство, все только думают про пожары. Ага. Да, Но, ассоциации, да, да? но у нас очень много специальностей в лесном хозяйстве. И среди них одна очень уникальная специальность – это специальность лесоустроителя, лесоустройства. Прежде чем, во-первых, наши все леса поделены на лесничество. В Якутии это 80% территории, земли лесного фонда, 25 лесничеств. В свою очередь, все лесничества мы делим на участковые лесничества, и потом разбивается квартальная сеть. И в нем, значит, в каждом квартале есть определенные, наши идут в лес, все измеряется, все это нарезается, все это учитывается, все характеристики леса, и образуются так называемые выдела. Вот, например, карта лесов, план лесонасаждений Якутии. И все очень, когда удивляются, вот видите, аккуратные квадратики – это лесные квартала. И вот такие карты составлены на все леса Якутии. Так. Трудом наших работников. И в нем есть выдела, и вот когда смотрим темный свет, светлый свет, это в зависимости от возраста древесины. И окраска тоже зависит от породы. Это, например, лиственница. Если она более светлая, это молодняк лиственница. Если темная, это. Потом открывается каждый выдел, и на каждый выдел у нас есть такие таксационные описания. В нем открывается вот по номер квартала, номер выдела, открываем, и сразу там, значит, вся характеристика, что тут растет. Вот Так, да? 8 бы 2 лиственницы, 80%, например, березы или 20% лиственницы, полнота, диаметр, высота, Все данные, возраст, да, какие породы растут. И таким образом все наши леса Якутии все приведены в известность благодаря работе нашей лесостроительной Светлана Поликарповна, экспедиции. а вот эта вот огромная карта, она сколько лесов охватывает, какую вот конкретной территории? Ну, Вот у нас конкретно одна. Нет, одна карта, она, разная, Она же в большая. зависимости от масштаба. Таких карт очень много. На одно лесничество их может быть очень много. По идее, оно должно быть на лесничестве или на участковое, но у нас очень большие территории, поэтому частями делаются вот эти планы лесонасаждения. Вот есть у вас специальность, ну, вы уже сказали, что, в принципе, в лесоустройстве очень много разных специалистов есть. Есть и специалисты-таксаторы. И вот, насколько я понимаю, вы с собой принесли инструмент рабочий этих специалистов, вот этот вот лежит. Ну, инструментов... Чем да. занимаются таксаторы? Инструментов у нас много. Во-первых, таксатор – это человек с высшим образованием, да, имеет лесную специальность, но мы потом очень долго его готовим, проходит подготовку. Они идут в лес пешком.
пешком, заходы так называемые, находятся все лето в лесу, там, где никто не вступал. Ага, и идут по своим маршрутным ходам и, значит, начинают измерять деревья. Ага, высоту, диаметр, полноту. Есть такая мерная вилка, есть, значит, геодезические приборы, буссоли, да. Вот, например, есть высотомер, высоту дерева, а это вот возрастной бурав. Ага. Потому что возраст дерева как Так. определяется? Одногодичное кольцо, это, значит, 1 год. И для того, чтобы мы же не будем рубить каждый раз дерево, чтобы определить возраст, да. И вот так вот, значит, возрастной бурав собирается, вкручивается в дерево, Дерево. ага, затем вставляется вот эта штука, и мы вытаскиваем вот такой вот слой древесины. Это очень никакого вреда не приносит. И считают, сидят они наши годичные кольца на модельных деревьев. Как интересно. Никогда бы не подумал, что вот Что так такое просто есть, да? можно, да. Ага. Ну, раньше ходили наши таксаторы, ну, в советское время была такая карточка таксации, на котором, ну, все измерения свои заносили. Записывали. Но время идет вперед, мы же сейчас в современном веке живем. Сейчас наши таксаторы ходят с таким, называется, паром таксатора. Это начал вводиться буквально 2 года. Ага. И идут вот с этим планшетом, и все вот вместо этих карточек все сюда запивается. Цифровизация полным ходом. Да. И потом уже проводится обработка, и после полевого сезона, это после осени приезжают, и все данные, которые собираются камерально на определенных программах, мы составляем, вот вырисовываем карты, вот эти описания. Саргалан Поликарповна, в завершение нашего разговора хотелось бы узнать о планах организации дальнейших. Ну, план организации, во-первых, у нас к 2025 году должна вот это произойти цифровизация лесного комплекса, создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Ну, будем его внедрять. И в этом году наши специалисты, мы приступаем к работам в других регионах. Мои инженера-таксаторы поедут проводить лесоустройство в Красноярском крае. В 2 лесничествах. Ага, потом в Забайкальском крае у нас будет, в 2 лесничествах будут работать. Есть еще у нас земельный отдел, который занимается установлением границ лесничеств. И они будут у меня проводить работу в одном лесничестве Архангельской области, в 3 лесничествах Бурятии и 1 лесничестве в Красноярском крае. Вот такие у нас на этот год большое государственное задание. Мы работаем по государственному заданию. Саргалан А прошедшие годы мы делали все в Якутии. Ну, Спасибо расширение — это большое. уже показатель, Да. конечно, мастерства. Спасибо вам, желаем, конечно, дальнейшего развития, чтобы все планы сбылись. С юбилеем. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой вернемся. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее продолжит наш эфир. Блок новостей. Обустройство нового причала для судов на воздушных подушках в Якутске завершат до октября. Так, в 204-м микрорайоне планируют завершить строительно-монтажные работы на новом причале для судов на воздушных подушках, в том числе отсыпку места посадки и высадки пассажиров. В этом году также будет завершена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги к станции Намыв в 204-м микрорайоне, сообщили в Минтрансе. Новый причал будет находиться в удалении от жилых домов. С осени курсирование судов на воздушной подушке будет осуществляться по временной схеме, говорится в сообщении. Временные ограничения введут с 15 мая для большегрузов на дорогах Якутии. Первый замглавы Минтранса Республики Анатолий Потапов сообщил, что временно ограничит движение грузового автотранспорта по региональным и межмуниципальным дорогам с 15 мая по 15 июня. Эта мера направлена на обеспечение сохранности дорог в период весенней распутицы в связи с интенсивной оттайкой земляного полотна. Временное ограничение движения в весенний период не запрещает движение по автодорогам, а лишь ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, перевозящих грузы, приводятся его слова. На поиск месторождений благородных металлов направили более 26 миллиардов рублей. По итогам 5 лет Якутия смогла за счет геологоразведки увеличить запасы золота на 230 тонн, запасы серебра на 1500 тонн. Об этом стало известно на ежегодной конференции золотопромышленников в Якутске.
Как сообщил министр промышленности региона Максим Терещенко, основная добыча ведется в Алданском, Алекминском и Аймиконском районах. Компании также проявляют интерес к изучению новых территорий, поэтому большая часть финансирования геологоразведки идет от них. В этом году для поступления в вузы 10% контрольных цифр приема определили для детей военнослужащих. Каждый вуз определяет количество мест. Ознакомиться с информацией можно на сайтах 6 вузов, расположенных на территории республики. В рамках реализации указа главы Якутии о мерах поддержки семей военнослужащих в республике оказано более 4000 мер поддержки для детей, участников специальной военной операции. Кроме того, предоставят более 1300 бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря для детей от 6,5 до 18 лет. «Будь уверен, будь здоров». Под таким девизом стартовала всероссийская акция проверки работоспособности бытовых тонометров у населения. Центры стандартизации и метрологии Якутска и других городов республики присоединились к акции с целью контроля параметров тонометров артериального давления и устранению неисправности. В столице акция проводится до 7 апреля, включительно с 9 до 17 часов по адресу Кирова, 26. Бесплатно проверить и настроить тонометры также можно и в других городах Якутии, а именно в Ленске, Нерюнгри и Мирном. По итогам проверки оборудования метрологи центров расскажут о заключении показаний прибора и дадут советы по устранению неисправности. Дать понять населению, что измерения в нашей жизни крайне важны, и самое главное, чтобы измерять это все правильными точными приборами. В каждом доме есть тонометры, с помощью которых люди следят за своим здоровьем, то есть это крайне важно. Если, допустим, тонометр может показывать некорректные значения, там, неправильные, то может последовать ряд неправильных действий в части приема каких-то таблеток, понижения или повышения давления, что может привести к очень плачевной ситуации. В Алекминске торжественно отметили 90-летие районной газеты «Алекма». Первый выпуск вышел в марте 1933 года. На мероприятие пришли ветераны, печати, коллеги и читатели. Было сказано много теплых слов и пожеланий. А главное, что все желали газете всегда оставаться такой же информативной и радовать своих читателей и подписчиков только хорошими новостями. Сегодня мы очень рады видеть на нашем торжественном мероприятии ветеранов печати, ветеранов полиграфии, друзей редакции, партнеров. Мы очень благодарны, что они все пришли разделить с нами такой большой юбилей. Конечно, мы стараемся работать в соответствии с требованиями времени, но в то же время мы сохраняем традиции. Вот у нас есть такая прекрасная традиция вручать премии имени главных редакторов. Ну, а мы продолжаем. Это «Утро Якутии», на календаре 6 апреля, четверг. Катя, вот как относишься к тому, что порой, допустим, точные расчеты спустя достаточно продолжительное время, может быть, десятилетия, они дают, оказывается, вот так оно и случается, как и прогнозировали? Ну, здесь, наверное, конкретно, смотря какой случай. Ну, вот как пример, в 1987 году известный оленевод Аполлон Ильинов предсказал, наверное, рассчитал, что в наши дни оленеводчество оно будет уже не таким популярным, как было вот в те годы, когда он свои расчеты производил. Угу. Ну, вообще, насколько мне известно, сейчас в республике напротив дело с оленеводством, наоборот, возрождается. И недавно в Якутск даже к нам завезли целых 25 оленей. Ну, вот об этом наш следующий сюжет, о том вообще, что необходимо сделать, чтобы сохранить оленеводчество, расскажет наша коллега Надежда Саханская. И профессия оленевода считается непрестижной. Даже вот помню, одна учительница у нас была, ее дочь училась со мной. Как-то дочь ее не выучила урок по геометрии. Она ее отругала, я говорит, дубина стаиросовая, почему ты, говорит, уроки-то не учишь, говорит. Им-то что и на нас показывает, им-то что, говорит. Они-то, говорит, всю жизнь будут в тайге работать, оленей пасти, а тебе, мол, надо учиться. Вот даже такое отношение учителей. Конечно, после такого отношения, я думаю, скоро вообще оленеводов не будет. Это архивная съемка передачи «Талисман Севера», которую снимали в конце 80-х годов прошлого века. Уже тогда поднимался вопрос о престиже профессии оленевода и то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. А вот есть некоторые, что вообще не садились в седло. Молодые пастухи-то приезжают. И падают, летают, то ушибы, травмы. А надо будет ему учить.
Спасите оленей. С таким призывом о помощи обратилась к общественности через интернет семья Карамзиных, последние оленеводы из села Нилькан Хабаровского края. Супруги-оленеводы признались, что силы здоровья на содержание животных у них уже нет, поэтому они готовы их продать. Раиса Ильинова, внучка потомственного оленевода, возрождает в республике дело своего деда Аполлона Ильинова. И после знакомства с Раисой супруги решили безвозмездно передать ей своих подопечных. Таежная жизнь, она очень тяжелая. Ты сам себя обеспечиваешь, особенно когда один находишься. Я думаю, что забивать будем? Я тогда с ума сойду, он мне говорит. Ну, что делать будем? Я долго думала, потом мне друг хороший есть. Он подсказал, а что если предложить продать их в Якутию? Вот я кинула в якутские группы объявления, и много людей звонили, интересовались там. Но самое настойчивое оказалась Рая. Таежные животные, как и супруги Карамзины, за свою жизнь видели немало. Не так давно на стадо позарились волки. К счастью, поголовье удалось сохранить. По словам Николая Карамзина, он как чувствовал что-то неладное и проснулся глубокой ночью. Просыпаюсь, смотрю, олени бегут. Выскакиваю сразу с ружьем. А так просто что будет бежать. И они вверх побежали олени. Я куда не побежали, туда пошел, там встал. Так будет возвращаться, они идем-то куда. Круг сделали и бегут обратно. Необычные гости прибыли в Якутск, преодолев тысячи километров. Все это для того, чтобы начать инновационный проект по развитию оленеводства. Планов очень много. В следующем году, например, я хочу именно 1000 голов взять в Жиганске. Здесь будет именно пилотное стойбище, да, показать по новым технологиям. А так в Жиганском районе я тоже планирую. К сожалению, пример Раисы Ильиновой один из немногих, когда традиционное дело малочисленных народов стараются возродить. Однако ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы деятельность оленевода стала снова популярной, знают лучше всего представители этой профессии. Зависит от денег, то помощь была, корали строить. Народ, чтоб тоже заинтересовался оленем, да? Вот это вот. Вот, например, вот сейчас мы общину, когда создали, мы создаем, да, мы же сами же лекарства покупали, сами же комбикормы покупали, вот так. Все сами делали. А если помощь была бы, то больше было бы оленей. Северный олень – живой талисман нашей республики, и слова о сокращении количества оленеводов заставляют задуматься, в чьи руки перейдет профессия, которая для многих стала образом жизни. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Вот интересно, а как ведется учет оленей? Они же ведь постоянно в движении, их так много, да? Ну вот в этом, кстати, вообще сложность профессии, да, сложность этой сферы оленеводства. Но вообще в целом технологий много, тем более современный мир позволяет использовать какие-то цифровые, да, варианты, современные, да, дроны те же. Ну а раньше, я думаю, что это как, учет, цифры считали внимательно. Наверное, как-то так было. Угу. Ну вот для меня точные науки всегда мне давались тяжелее. Да, я все-таки больше гуманитарий, и, наверное, это понятно, да. Но, тем не менее, всегда очень с уважением относилась, даже с какой-то некой завистью, знаешь, к людям, которые с математикой на «ты». Да. Ну, вот, кстати, один из вариантов людей, которые с математикой на «ты», это, например, профессия финансистов. И вот давайте узнаем о ней в нашей рубрике «Моя профессия». Меня зовут Николай Егоров, я финансист. На мой взгляд, финансист – это в первую очередь специалист, задействованный в распределении ресурсов. А грамотное распределение ресурсов – это ключевой фактор развития нашего общества. Хорошего финансиста, на мой взгляд, отличает усидчивость, внимательность, целеустремленность и ответственность. Именно поэтому наша профессия очень актуальна и востребована. И при этом несет очень большую ответственность. Она очень многогранна. Каждая из специализаций имеет свои особенности. К примеру, я финансист-ревизор. Еще с детства я был очень хорош в математике, и когда мои друзья просили помочь, мне всегда нравилось помогать им найти свои ошибки, понять их и исправиться. Именно поэтому я и поступил на специальность государственный финансовый контроль в городе Владивосток. В рамках обучения в Дальневосточном федеральном университете я проходил производственную практику в Министерстве финансов, в Департаменте бюджетно-финансового контроля, куда я устроился по окончанию учебы и работаю на данный момент. Призовое место на всероссийском конкурсе «Финансовый старт» несомненно является на данный момент самой большой победой
в моей профессиональной карьере. Но на этом останавливаться намерений нет. Впереди много успехов и, надеюсь, множество достижений. Где родился, там и пригодился. Эти слова очень точно подходят к птице-кедровке. С наступлением весны эти пернатые проявляют активность. Будучи очень осторожными, кедровки подружились с нашими корреспондентами. В обмен на угощение даже позволили себя пофотографировать. К встрече с кедровками Юрий Коковин готовился заранее. Обустроил кормушки, несколько дней носил угощения, а чтоб птицы привыкли, ходил всегда в одной одежде и с одним и тем же рюкзаком. Обычно кедровка не подпускает человека ближе, чем на 30 метров. Но после долгой голодной зимы эти пернатые стали совсем ручными. Кедровка или ореховка – это воробьинообразная птица с тонким и длинным клювом. Встречается во многих уголках мира в лесах таежного типа. Питается лесными орехами и семенами кедра. Кедровки – моногамные птицы, образующие пары на всю жизнь. Во время гнездования обустраивают себе жилье на хвойном дереве на высоте 4-6 метров. Именно кедровые орешки являются главной пищей, из-за чего птица и получила свое название. Но из-за массового поедания кедра приносит ощутимый вред. Тем не менее, эти птицы очищают лес от вредителей. Кроме того, они единственные, кто рассаживает деревья. Она набивает полный зоб сюда вот орехов, потом их прячет куда-то, потом забывает, и в этом месте сразу произрастает несколько кедров. И так вот это и одна кедровка устраивает более 300 кладовых, но из них половина она находит, а половина нет. То есть она, одна кедровка может рассадить до 100, до 200, до 300, может быть, кедров. Поэтому ее лесоводы очень любят. Считают, что это одна из самых важных птиц для леса. В нашей республике сосредоточено до 99% мировых популяций редчайших птиц мира. А всего в Якутии гнездятся более 300 видов птиц. На территории Южной Якутии, в частности в Нерингринском районе, очень много зимующих перелетных птиц обитает. То есть территория богата разнообразием данных птиц. И также, по нашим данным, порядка 22 видов – это краснокнижные виды птиц, такие как дикуша, чирок, клактун, мандаринка и многие другие. Благодаря таким птицам, как кедровка, лес зимой не пустой, так как она не покидает родные места даже в суровую зиму. А среди других обитателей тайги считается шпионом или разведчиком. Если охотник идет по лесу, и кедровка увидела охотника или там путешественника, она обязательно сообщит всему лесу, что идет человек. Она будет орать, и все будут знать, кто-то идет. И точно так же я сколько раз наблюдал, иду, допустим, по тайге, слышу, кедровки орут в каком-то месте, знаю, что там какой-то зверь находится, или олень, или медведь, или может быть, человек. Это по характерному ихнему крику можно обязательно определить, кто где ходит. После долгой зимы Юрий Коковин выходит в лес на фотоохоту. В его объектив попадают и животные, и птицы. Каждый таежный обитатель уникален, красив и интересен по-своему и является важнейшим компонентом экосистемы нашей большой планеты. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Какая милая доза позитива прилетела к нам. И информация интересная. Вот, например, опять же, сегодня мы разговаривали про лесоустройство. Вот, пожалуйста, помощнички есть, оказывается, кедровки, которые могут красивые какие, да? Не один кедр могут посадить. Да. Очень красиво. Ну а мы продолжаем. Жительница Волгодонска создала центр временного содержания собак. Ветеринар и кинолог Алена Семина создала центр временной передержки бездомных животных в Волгодонске. После учебы в Краснодаре она вернулась в родной город и устроилась на работу в ветеринарную клинику. Там она нашла единомышленников, вместе с которыми создала группу «Делай добро» в социальных сетях, чтобы бездомные кошки и собаки могли найти своих хозяев. Большая часть животных – это те, которые попали в какие-то обстоятельства. Кого-то мы забирали от жестоких хозяев в состоянии скелетов. Кого-то мы подбирали на обочинах после того, как их сбили машины. Вот. Кто-то, вот у нас есть лис, могу потом показать, его сбила машина, то ли его вывезли в какое-то поле, то ли он сам отполз. Ну, в общем-то,
Он 2 недели минимум лежал в поле с 2 переломанными лапами. То есть на одной лапе был открытый перелом, на другой закрытый. Когда его мы нашли, он представлял собой жалкое зрелище. Но, к сожалению, одну лапу, на ней началась гангрена, спасти не удалось, вторую собрали. Сейчас он хоть и на 3 лапках, но активно передвигается. При временной передержке живет 84 собаки, все они ищут новых хозяев. Семина добавила, что на корм животным уходит более 100 тысяч рублей в месяц. Сейчас пожертвованиями приюта помогают неравнодушные люди, но основательница признается, что даже если их не будет, ее семья найдет силы справиться самостоятельно. Всегда удивляют такие люди с добрым сердцем, причем еще своя семья, да, маленький ребенок на руках у героини материала. И сколько вот еще добра ей хватает, да, на четвероногих. Ну, это, мне кажется, все-таки многое говорит о человеке в принципе. Вот. Ну, а говоря про помощь, говоря про добрые дела, мы сегодня четверг, наша рубрика «Пусть мама придет». Сегодня вновь мы о ней говорим. Каждый ребенок должен жить, воспитываться в семье. Вот и сегодняшнему нашему герою очень нужна забота, любовь, дом и семья. И мы надеемся, что вот после сюжета он обязательно найдет эту семью. И надеемся и верим, обязательно произойдет. Познакомьтесь с замечательным мальчиком. Данилу 4 года. Мальчик активный, любит у нас вот такие вот настольные игры, пазлы собирать, всякие мозаику любит, усидчивость у него. Как бы, может, пока не закончит дело, он не отстанет. Навыки самообслуживания у него развиты по возрасту, сам одевается, постель может заправить за собой, зубы чистить, кушает, как бы все аккуратно у него по возрасту. Ребенок ласковый, и обнимет подойдет, поцелует. Любит ходить на индивидуальные занятия. Вот в этом кабинете у психолога очень любит, у логопеда заниматься. Вот когда вот один, он спокойно сидит и занимается. А вот когда уже в обществе у него появляется гиперактивность. Данил очень подвижный ребенок. Он с удовольствием играет в сухом бассейне, любит бегать и прыгать. Ему интересно все вокруг, и он с радостью принимает участие в различных играх. Данил сообразительный мальчик. Он быстро реагирует на все происходящее вокруг, живо переключаясь с подвижных игр на развивающие занятия. Ну а любимое место Данила – кабинет логопеда. А кто у нас? Кто к нам? Наша кто? Лягушка. А теперь я как лягушка здесь не открывается. Растяну я губы к ушкам. Потяну. Вот какие ушки, как лягушка. Молодец. Данилу интересно все. Особый восторг у него вызывает интерактивная песочница, на которой он может проявлять всю свою фантазию, перемешивая песок так, как ему хочется, проявляя свои творческие способности. Любит Данил читать стихи. Поле то идет, детки поливает, и дома поет. Всюду полотенка, прямо, мишка. Будет здорово, когда Данил обретет дружную и любящую семью. Какое-то культурное просвещение уже становится традицией нашей программы. И вот сегодня у нас тоже будет много еще впереди. Поговорим о культуре, о духовном просвещении. И вот, например, в селе Кундядя Нюрбинского улуса есть литературное объединение «Аяр Алып», которое не только объединяет любителей книг, но и может похвастаться своими именитыми участниками. Например, писатель Дмитрий Пономарев, чье произведение стало победителем в номинации «Лучшее произведение в жанре прозы».
Дом народного творчества также имеет в своем арсенале библиотеку. И сейчас здесь, за этой дверью, находится настоящий клуб по интересам. А какой мы сейчас узнаем. Литературное объединение «Аяр Алып. Вдохновение» у нас работает с 2010 года. Нас в данное время 9 человек. Мы проводим презентации книг местных авторов. Также произведения участников нашего объединения включены в сборник Нюрба Оттара, посвященный к 50-летию литературного объединения Нюрба Оттара Нюрбинского района. Также работы наших участников печатаются в газетах Сахасире и местных Нюрба. За 5 лет мы выпустили 5 книг о наших односельчанах, о наших матерей, увековечили наши имена наших отцов и матерей. По итогам 2022 года повесть нашего члена литературного объединения Дмитрия Пономарева «Джалолах», повесть «Бигик», стал обладателем номинации «Лучшая проза года». И этому мы очень обрадовались и поздравляем нашего Дмитрия Николаевича. Мною изданы 6 книг. Я начал печататься с 2014 года. Сначала в альманахе «Курилген», литературном альманахе. Потом начал издавать свои книги. Из них у меня здесь вот это моя первая книга. Ага. Вот оно мне тоже принесло вот такое однажды радостное событие. Я стал тоже лучшим прозаиком года в этом литературном альманахе «Курилген». «Водопад» называется, если так перевести. А в этом году вот моя такая маленькая книга, да, на вид, вот она стала лучшей в номинации в жанре прозы. Ага, лучшей книгой. Это тоже меня очень обрадовало. Наш наследник очень богат этими литературными работниками. Еще моими предшественниками были писатели, как Николай Иванович Чор, Ахмед Андреевич Дмитриев. И вот я третий писатель вот из одного наследия. Да? Я с прошлого 22 года руковожу районной литературной объединением Нюрба Оттара Агни Нюрбы. Ну а завтра, 7 апреля, впервые в Национальном художественном музее Республики открывается выставка, долгожданная выставка, я бы сказала, многие ее ждут. Иван Шишкин «Живопись и графика» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Да, и вот подробнее об этой выставке, в том числе, как вообще удается вот такие экспозиции привозить к нам в республику, порадовать любителей изобразительного искусства. Поговорим с заместителем директора по хранению и учету музейных фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Мариной Кутновой и заместителем генерального директора по научной выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Юлией Кравцовой. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, да, завтра открывается, как уже сказали, для многих, наверное, долгожданная выставка, посвященная Шишкину, живопись и графика. Она состоит, я так понимаю, из экспонатов из собрания Государственного музея Республики Татарстан. В чем уникальность выставки? Что представят на экспозиции, что люди смогут увидеть? Ну, я хотела бы отметить, что впервые наш музей
в сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан организовал такой большой проект, и мы представляем монографическую выставку. До этого мы в республику никогда не привозили монографические коллекции одного художника. И одна из особенностей, что у нас будет, у наших посетителей будет возможность прикоснуться к творчеству этого замечательного певца русского леса. И его творчество показано, начиная с ученических работ и заканчивая уже работами, созданными на закате жизни. То есть мы можем проследить творческую эволюцию этого мастера. И вторая особенность выставки, может быть, не все знают, но Иван Иванович Шишкин был великолепным гравером, афортистом. И Государственный музей изобразительных искусств нам привез 50 работ графических этого художника. И вот был известный критик, искусствовед Андрей Сомов, он так писал о Шишкине. Если он один из самых первых в ряду современных живописцев, пейзажистов, то как гравер, пейзажист, небывалый и неповторимый в России. Поэтому, я думаю, эта грань творчества будет очень интересна для наших посетителей. Да, добавлю. Ну, Юлия совершенно верно заметила, что коллекция отразит все характерные особенности творчества художника. И начала формироваться она еще при жизни художника, когда картина «Швейцарский пейзаж», написанная по заказу известного коллекционера казанского Андрея Федоровича Лихачева, вместе с другими произведениями своего коллекции был передан в Казанский научно-промышленный музей. Произошло это в 1895 году. Продолжала коллекция формироваться до 80-х годов XX века. И еще такой интересный факт. Две картины, которые увидит якутский зритель, это «Полянка» и «На даче», экспонировавшиеся в 1897 году на выставке в Казанской художественной школе, так понравились казанскому зрителю, что городские власти решили обратиться к автору, чтобы он их оставил в Казани. И вот свое согласие передать произведение Казанскому музею Иван Шишкин телеграфировал об этом в последний день своей жизни. Вот такой вот интересный факт. То есть фактически вот с этих работ началась коллекция музея. Да, началась коллекция музея. Затем закупались какие-то произведения уже у частных лиц. Ну и вот я уже сказала, формирование закончилось в 80-е годы. Ну как долго шла подготовка, да, и насколько это вообще в такой отдаленный регион, как Якутия, было вести такую экспозицию? Ну не просто было принять нам такое решение, потому что очень большие расстояния между нашими музеями, более 7500 километров. Мы долго думали, прежде чем принять решение, каким транспортом отправлять сюда выставку, самолетом или автомобильным транспортом. Но остановились на том, что нужно транспортировку осуществить высокопрофессиональной транспортной компании, специализирующейся на перевозке культурных ценностей. Все транспортировки всегда происходят при вооруженном сопровождении. Они едут в климатических ящиках, в машине создается специальный климат, 18-22 градуса, влажность определенная. Только так могут передвигаться специальные условия. Все произведения страхуются, конечно же, без этого тоже нельзя. Это требование ко всем произведениям, которые входят в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Ну и что в итоге в целости и невредимости? Да, все пришло благополучно, слава богу, да, и мы думаем, что наше произведение порадует якутского зрителя. Илья Владимировна, вопрос к вам. Ну вот доставка картин, ладно, это вопрос один, но вот организация столь масштабной выставки, она и для самого музея, где она будет экспонироваться, требует какой-то материально-технической подготовки. Пришлось ли что-то вот для этой выставки дополнительно готовить, и, может быть, что-то это даст в будущем для музея? Ну, я хотела бы сказать, что, наверное, все помнят, что в прошлом году у нас состоялась выставка из собрания Государственной Третьяковской галереи, и теперь мы обладаем прекрасным залом с архитектурной застройкой и с как раз теми требованиями, которые предъявляют крупные российские музеи для того, чтобы предоставлять для экспонирования свои работы. У нас соблюдается весь температурно-влажностный режим, специальное световое освещение, и которое позволяет
работать с пространством по-разному, представлять произведения. И вот Марина Николаевна уже посмотрела нашу экспозицию, которую мы завтра будем открывать. И мы используем кадрированный свет для освещения работ Шишкина, и они предстают в своих рамах, а надо сказать, что рамы тоже 19 века, они приехали в своих оригинальных рамах, это тоже произведение искусства, и они предстают перед нами как такая драгоценность в очень красивом кадрированном свете. Поэтому это вот одна из особенностей тоже выставки будет вот в таком контексте светового решения представить произведение изобразительного искусства. Ну, завтра, 7 апреля, еще раз повторяем, состоится официальное открытие выставки. Вот что будет, что ждет всех посетителей, гостей выставки? Будет ли специальная программа какая-то? Наш музей к любому мероприятию, к любому открытию выставки и к работе выставки готовит спектр большой образовательной программы. И здесь я хотела бы еще сказать большое спасибо Ботаническому саду Академии наук, которые в такой с нами коллаборации подготовили интерактивное пространство. У нас будут представлены образцы пород деревьев, листьев, трав, которые Иван Иванович Шишкин изображал в своих произведениях. Также будут представлены во флаконах ароматы леса. И можно будет, вот такое полное погружение в творчество Ивана Ивановича. То есть атмосфера, запах. Да, и плюс нам еще удалось сделать, провести в залы музыку, и звуки леса также будут звучать. И вот такое... Здорово. Да. Вот прям звучит это все. Прям... Это вот каждый день будет? До какого выставка? Каждый день. До конца сентября продлится выставка. Ну, мы думаем, что горожане все успеют ее посетить. Ну вот а можно я сейчас пойду сразу посещать? Так интересно рассказали. Вот, вы нас подождите, мы с вами поедем. Хорошо. Юлия Владимировна, Марина Николаевна, огромное спасибо вам за участие в нашем эфире. С нетерпением ждем открытия и приглашаем всех с завтрашнего дня в Национальный художественный музей на выставку Ивана Шишкина. Да. Прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Якутия, доброе утро. Сейчас блок новостей. Киберпреступники с помощью учетных записей клиентов могут получить доступ к их бонусным картам и украсть баллы по аналогии с денежными средствами. При этом наиболее привлекательными для них являются программы лояльности интернет-магазинов и турагентств, рассказали в Роскачестве. Отмечается, что резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности, наблюдался в России на фоне пандемии. Большинство объявлений, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020-2021 годах и к настоящему моменту не действуют. Однако и сейчас фиксируют хищение промокодов и бонусов. Сельхозтоваропроизводители региона собрались в Якутске на съезде. И в первый день мероприятия делегаты на семинаре обсуждали государственную поддержку. В этом году на развитие сельского хозяйства из республиканского бюджета выделено более 13 миллиардов рублей. Эта сумма распределяется по отдельным программам для содержания крупного рогатого скота и лошадей, оленей, выращивания зерновых и овощных культур, а также земледелия. Кроме того, по итогам конкурсного отбора хозяйства получают грантовые субсидии. Между тем, программа съезда сельхозработников обширна. Подписывают соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией фермерских хозяйств и Фондом развития предпринимательства. Собирается совет молодых фермеров, а итоги съезда подведут сегодня. В рамках съезда проводится мероприятие по механизмам государственной поддержки через Министерство сельского хозяйства, которое оказывается. И здесь выступают все руководители Министерства сельского хозяйства, о механизмах господдержки, о том, какие цели, задачи поставлены перед Министерством сельского хозяйства, перед правительством. Мы обсуждаем конкретно сельхозтоваропроизводителями самими. Ну, у них, у всех, конечно, есть наболевшие вопросы по замене, по изменению механизма поддержки, что и как, и сколько, и по ставкам субсидий вопросы поступают, и по молодым специалистам не хватает кадров.
Пакетированную уху начали выпускать учащиеся Хатасской школы. Для изготовления приобрели специальное оборудование на сумму 900 тысяч рублей. В этом году школьники планируют выпустить более 7 тысяч пакетов с сухой смесью из карася. Сам процесс изготовления продукции включает несколько этапов. Сначала чистят чешую с карася, затем варят, сушат и измельчают в порошок. Добавляют сухие сливки, приправу, соль. Все это засыпают в емкость и настраивают программу. Таким образом, за 1 час производят свыше 3500 единиц готовой пакетированной продукции. В будущем ребята планируют выпускать морс из ягоды и иван-чай, также в нейлоновых пакетах. Работает по принципу, пневматика присутствует. Надо на него докупать компрессор большого типа. Он у нас в отдельной комнате стоит, тут шумный. Вытягивает, зажимает. Это все работает процесс с помощью пневматики, и ультразвук у него присутствует. Ультразвук непосредственно помогает при резке нейлоновых пакетиков. Также это оборудование может формовать как обычные прямые пакетики, так и треугольного типа. В рамках подготовки к 14-м адаптивным играм в Амгинской детской школе искусств прошел 5-й республиканский конкурс для отцов с инвалидностью «Отец – основа семьи». В конкурсе приняли участие 6 отцов из 4 улусов. Конкурсанты приехали из Сунтарского, Татинского, Амигино-Кангаласского и Амгинского районов. Конкурс включал 3 этапа. По итогам первое место занял Афанасий Константинов из села Булугур Амгинского улуса. Также каждый участник удостоился специальной номинации и награжден ценными призами. Конкурсанты, эти семьи, эти отцы приехали у нас и показали всю свою возможность, как они поют, как они танцуют, визитные карточки, свои таланты. Это, я считаю, очень дорогого стоит, когда человек с ограниченными возможностями здоровья ведет такую активную, позитивную деятельность и жизнь. Это является большим примером, большой образец для всей страны, для всей республики. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо коллегам. Ну а на очереди под завершение эфира, конечно же, рубрика, которую все мы каждый четверг ждем. Узнаем, какие же фильмы в эти выходные можно в кинотеатрах посмотреть. Киноафиша на очереди.